В эфире программа «Актуальное интервью». С вами Марфирина Алексеева. Здравствуйте. В Якутске стартовал Северный форум по устойчивому развитию. Форум является востребованной площадкой для экспертов не только со всей страны, также ожидаются гости из Китая и Индии. СФУР – это не только наука, но и производство, реальные решения. Наш гость в студии – постоянный участник форума Александр Блохин, доцент кафедры Института транспортных систем Нижегородского государственного технического университета, генеральный директор завода вездеходов «Амфибий». Александр Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что ж, каково ваше основное научное направление деятельности? В чем привлекательна для вас площадка форума в Якутии? Знаете, мы являемся постоянными участниками, его сокращенно называют СФУР, это Северный форум по устойчивому развитию. В этом году тема, она связана с Севером и Арктикой, партнерство, как оно меняется со временем в изменяющемся мире. Начиная с 2019 года СФУР рассматривает вопросы Севера и Арктики, как это все будет развиваться в будущем. На площадке участвуют самые высококлассные специалисты отрасли, выдающиеся ученые, представители бизнеса, представители власти. На данной площадке мы, соответственно, рассказываем о своих технологиях, о своей продукции. Это специальных транспортных средствах, вездеходах амфибий, которые мы делаем в том числе для Якутии. И интересно, вы участвуете прямо с самого начала, и каких результатов достигла ваша компания? Но я чуть-чуть поясню. Мы являемся, по сути, я являюсь и вхожу в рабочую группу, так называемую по транспорту и логистике, которую возглавляет Филиппова Надежда Анатольевна. Это профессор Московского автомобильно-дорожного университета. Каждый год мы обсуждаем наиболее актуальные проблемы. Несколько лет мы обсуждали проблемы, связанные с северным завозом. Проблемы, связанные с перевозками грузов и пассажиров между поселками. И в результате взаимодействия на такой, площадке СФУРа были выработаны решения, которые мы заложили в новую технику. И в этом году мы будем рассказывать как раз о результатах, которые мы достигли благодаря участию в прошлогодних форумах. То есть ваша основная цель в этом году на СФУРе – это рассказать свои результаты, да? Не только. То есть на самом деле рассказать о результатах – это одна лишь из целей. Но опять же, ведь мы создаем технику не только на сегодняшний день, мы еще создаем технику и на будущее. И задача обменяться мыслями, идеями, новыми требованиями к той технике будущего, которая будет создаваться в ближайшие годы. Ведь чтобы создать технику, для этого нужен определенный срок. Чтобы сейчас технику, которую мы видим, по сути, она закладывалась 5-7 лет назад. И техника, которая появится, соответственно, через 5-7, а то и 10 лет назад, она обсуждается сейчас. То есть это такое, как говорится, плечо в разработках. И здесь уже хотелось бы как раз подробнее узнать о вашей теме, да? О внедрении каких-то конкретных решениях и вообще преимуществах такой вездеходной техники. Значит, вездеходная техника, если сравнивать, например, с дорожными автомобилями, она имеет ряд серьезных преимуществ. Во-первых, дорожная техника у нас эксплуатируется ограниченное количество месяцев в году. Это всего, например, 3 месяца, 4 месяца, пока есть зимники. За это время, такая тяжелая техника на базе Уралов, КАМАЗов, она перевозит грузы для северного завоза. А потом наступает весенняя распутье, зимники тают, и грузоподъемная техника, она уже не может передвигаться между, соответственно, поселками. И наступает время, когда может эксплуатировать специальная техника, вездеходы. Раньше вездеходы по своим параметрам, они сильно уступали по грузоподъемности, по скорости, и поэтому преимущество отдавалось, в общем-то, дорожным автомобилям. А сейчас вездеходы, они уже приближаются, например, по скоростным качествам. У нас техника имеет максимальные скорости 80, 90 и 100 км в час, то есть она уже не уступает дорожным автомобилям. По грузоподъемности мы, соответственно, имеем 4, 6, 8 тонн по грузоподъемности. То есть это тоже достаточно большая грузоподъемность. А учитывая то, что у нас может происходить эксплуатация, скажем, в период весенне-осенней распутицы,
у нас может летом она проходить по заболоченным участкам местности, соответственно, зимой по глубокому снегу, без зимников, вот, по наледям и так далее. То есть наша техника, она не требует специально подготовленных условий для эксплуатации. И в этом особенность и преимущество перед другой, скажем, грузовой техникой. Но кроме наземной техники, есть еще и авиационная техника. И вот мы не так давно проводили совместно с МАДИ исследования по эффективности перевозок, например, от вездеходами и, скажем, вертолетами Ми-8. Мы брали наш вездеход, который имеет грузоподъемность 4 тонны, и вертолет Ми-8 тоже считали, что имеет 4 тонны. Ну, не буду вдаваться в суть расчета, сразу перейду к выводу. Получается, что если у вездехода возможна скорость движения более 26 км в час, а на хороших зимниках она может быть гораздо больше, то вездеход становится более эффективный с точки зрения перевозок, чем вертолет Ми-8. Вот. А наша техника, она порой имеет скорости и 50, и 60 км в час. Поэтому она является, в общем-то, такой достаточно эффективной техникой для перевозки грузов. Да, действительно, экономически эффективная техника. И вот расскажите о программе «Северная мобильность». Дело в том, что необходимо перевозить людей из одного поселка в другой поселок вот, в течение всего года. Ну, в зимний период понятно, что позимника может на вахтовках, например, перевезти на базе Уралов, КАМАЗов. Но вот зимники растаяли. Что делать? Получается, что раньше, когда, скажем, был Советский Союз, была развита малая авиация. Сейчас малой авиации уже нету. Вот. Вертолеты, вертолеты, они раньше субсидировались, и перевозки субсидировались. Сейчас на вертолете там порядка 600 тысяч рублей, то есть это очень-очень дорого. Вот. И многие регионы, они уже не в состоянии обеспечивать субсидии для передвижения населения. И получается, что отдельные населенные пункты, они оказываются в изоляции и предоставлены, по сути, сами себе. И вот, учитывая эти проблемы, мы разработали специальные вездеходные транспортные средства, которые, по сути, они напоминают междугородние автобусы. То есть это вездеходы, выполненные по стандартам междугородних автобусов. И они комфортные, они удобные, но они, с другой стороны, очень проходимые, они очень надежные, как вездеходы. И на них можно перевозить, соответственно, весенне-осеннюю распутицу, в летний период. Это примерно вот так выглядит вот эта техника. «Звезда». Да, у нас она называется «Звезда». И вот, к примеру, скажем, вот здесь вот показано достаточно такой вот, кажется, комфортабельный салон, но на самом деле для нас это совершенно обыкновенный салон. Не подумайте, что это специально там для перевозки топ-менеджеров, еще нет. Это салон для обычных людей, которые должны перемещаться в достойных условиях. Мы живем в средней полосе широт, и мы привыкли, что междугородние автобусы, они так выглядят. И если приедет автобус, который не соответствует этим стандартам, я думаю, что все будут сильно возмущены. И нам бы хотелось, чтобы вот эти требования, эти стандарты, они перешли в северные районы, потому что ничего подобного здесь, конечно же, нет. Да, действительно, я сама с Арктики, и мне приходилось ездить в Пургу на этих вот вездеходах, и там действительно ужасные условия и запах. Вы можете также показать и поделиться другими машинами, помимо вездеходов? Помимо пассажирских моделей мы разрабатываем достаточно много других видов техники. Скажем, например, рефрижераторы. Вот такие машинки, они позволяют перевозить 4-6 тонн груза. Это может быть замороженная продукция, это могут быть лекарственные какие-то препараты или еще другие жизнеобеспечивающие грузы для отдельных отдаленных поселков. Это могут быть, например, топливозаправщики, которые перевозят, опять же, например, 4-6 тонн уже дизельного топлива, солярки. Вообще на севере это дизельное топливо, оно обеспечивает жизнь. Пока у нас работают двигатели, пока работают установки, у нас, в общем-то, все на этом и держится в зимний период.
Вот. Отдельно разрабатываем мы медицинские машины, что тоже крайне важно. И опять же подчеркнем, что в отличие от большинства вездеходов, это скоростные. Ведь мы же говорим, например, о, скажем, скорой медицинской помощи, и сложно представить, чтобы скорая медицинская помощь имела скорость 30 км в час или 40. То есть она должна действительно обладать высокой своей как бы скоростью, высокой эффективностью передвижения, вот, и высочайшей проходимостью, потому что пурга не пурга, но она должна проехать к поселку, перевести людей для того, чтобы спасти того или иного человека. Вот. Но у нас достаточно много и других модификаций, их можно всегда увидеть на наших сайтах и в телеграм-каналах. Угу. Вот я знаю, что вы еще сотрудничаете с ВФУ, с нашим университетом, да? Немножко расскажите о ваших планах и реализуемых проектах. Да, дело в том, что в университете очень серьезная такая научная школа по созданию материалов, работающих при низких температурах. И в первую очередь это касается не металлических изделий, а, например, изделий резиновых, проще сказать, резинотехнических изделий. Это разных пыльников, сальников. Вот. И вот такие вот элементы, с одной стороны, они кажутся, ну вот машина такая большая, ну подумаешь, там пыльник. А вот выйдет пыльник из строя, и механизм перестает работать. Поэтому относиться, скажем, к таким деталям так поверхностно нельзя. И получается, большинство производителей, они заявляют свои характеристики на минус 45 градусов. А по факту оказывается, что выдерживает только минус 40 или минус 38 градусов. И вот мы столкнулись с проблемой, что нет качественных вот этих вот резиновых пыльников на ряд деталей. Да? И, соответственно, с университетом мы провели научно-исследовательские работы, вот, в результате которых были выработаны решения. Вот, ученые из университета, они запатентовали данные технологии и сделали для нас уникальные пыльники, которые работают при температурах аж до минус 80 градусов. И, соответственно, дают устойчивые характеристики при минус 60 градусов. Вот. Это существенно повысило долговечность узлов и агрегатов и надежность машин, работающих в таких тяжелейших условиях. Вот. Поэтому мы рассчитываем, что будем продолжать взаимодействие с университетом. Дело в том, что таких подобных деталей у нас насчитывается несколько десятков, а на данный момент мы сделали только всего-навсего там, 3 или 4 детали, а нам надо вот дальше продолжать, расширять это взаимодействие, укреплять его, и надеемся на такое долгосрочное плодотворное сотрудничество. Ну что ж, действительно, Александр Николаевич, спасибо вам большое за интересную беседу. Я желаю вам успешной работы, ведь это очень важно для нас, жителей Севера. Спасибо большое. До свидания. А я напомню, что это была программа «Актуальное интервью». До встречи в эфире.